Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы продолжаем буддийский путь. На прошлой передаче мы рассказывали о биографии тувинского ламы, о Геше Шойдан. И сегодня мы продолжим историю лам, которые обучались в Устюхуре, в Тибете, Монголии. И сегодня у нас в студии есть очень интересная книга, которая называется «Тындейш Темисел», которая была издана под руководством Ондар Сеглемея в городе Кызыле в 2008 году. И это произведение «Тындейш Темисел», или на русском языке «Борьба за жизнь», посвящена истории лам, которые уходили в Тибет пешком, на лошадях, добирались до Тибета, до Лхасы, и как они получали обучение в монастырях. Все об этом очень подробно написано в произведении «Тындейш Темисел». И это произведение начинается с имен 3 лам. Первого зовут Шойдан, второго Чанзан и третьего Чимба. И эти 3 тувинские хураки в начале 20 века, во время действования Устюхуре, а он был построен в 1905 и 1907 году, они, обучаясь там, решили уйти из Тувы, из тувинского хуре и получить образование через западную Туву, через Мюнгун тайгу, через Алтай, и переходя все эти перевалы, все эти горы через Монголию и дойдя до Синьцзянского автономного округа современного Китая и добравшись до Тибета, до Лхасы, они будут искать монастырь, где можно будет получить образование. И эта история показывает нам тот путь, который проделывали тувинские хураки, чтобы получить образование в Тибете. Они добирались на лошадях в течение 3 месяцев, и на пути они встречались с разными преградами, препятствиями, трудностями, и как они, преодолевая изначально и борясь за свою жизнь, за то будущее, и за те мечты, которые они поставили, все об этом очень подробно написано в этом произведении. И даже тогда, когда они дойдут до Лхасы, возникнет вопрос, в какой хуре, какой монастырь поступить. И когда они зайдут в Паталу, это резиденция Далай-ламы, их не примут. И оказывается, чтобы поступить в монастырь, требуется определенное направление или письмо от Верховного ламы. У них как раз не было такого письма, направления, и Шойдан Пашке, Чанзан Пашке и Чимба Пашке, они будут искать путь, как же попасть в монастырь, и они встретят одного имчаламу. В те времена многие имчаламы, они в поисках тибетских лекарств будут посещать Лхасу, они будут искать эти лекарства, и тогда эти 3 хураков встретятся с имчаламой, и тот подскажет, в какой хуре можно поступить. В Лхасе в начале 20 века действовало самые мощные 3 монастыря. Это Ганден, Дрипунг и Сера. И тогда они примут решение пойти в один из самых больших и мощных монастырей. И обучившись несколько лет, получив и защитив степень Геше, они примут решение тоже вернуться в родной край, и тогда они услышат о тех трудных временах, которые происходили в Туве. Это
первые признаки преобразования в тувинском обществе, когда шли большие столкновения между китайцами и русскими, российскими торговцами. И тут в нашей Туве шли очень большие столкновения. И несмотря на эти конфликты, на эти столкновения, трое уже тувинских лам, геше, учителя, они примут решение вернуться домой, и они пойдут по тому пути, которым они шли, и через горы, через снежные перевалы, через пустыни. Несмотря на то, что у них не было еды, теплой одежды и, самое главное, не было питья, они выберут прямой путь, очень был рискованный путь, и они дойдут до Тувы. И когда они придут на свой родной край, они будут наслаждаться теми родными горами, родными краями, родными землями и будут поклоняться всей Туве. И, вернувшись в Туву, они много чего сделают для развития Тувы. И эта история нам показывает, каков сложный путь проделывают тувинские хураки, чтобы получить образование теперь уже в Индии, потому что, чтобы добраться до туда, нужна определенная подготовка. И многие хураки, паломники, которые уезжают на святые земли, на места, паломнические места, то не каждый человек может получить драгоценные знания и вернуться и поделиться этими знаниями со своим народом, потому что чтобы уловить эти знания, чтобы поймать суть учения, требуется добродетель или накопление мудрости и накопление добрых дел. И если у человека, если у верующего человека есть такая вот копилка, где накоплена энергия духовности, знаний, мудрости и добрых дел, то этот человек, он очень быстро и легко будет усваивать любые знания, которые даруют тибетские учителя. И особенно его Святейшество Далай-лама XIV, который неустанно и в своей жизни он передает очень сложные духовные практики, который передает очень сложные знания. И тот человек, который обладает более высокими интеллектуальными познаниями, уровнем, сознанием, тот, кто постоянно накапливает добро, который делится с любовью и состраданием, и который постоянно учится и непрекладно, усердно читает книги, он легко может понять те смыслы, те изречения, которые передают нам учителя. И бывало в истории, когда паломники, чтобы посетить место, самое святое место для буддистов считается Бодхгая. Это место, где Будда Шакьямуни достиг просветления. И все Будды, грядущие и будущие Будды, они будут достигать просветления именно в этом месте. И говорят, чтобы добраться до этого места, требуются заслуги, требуется пуян. И когда раньше люди добирались до этого места по пути, возникали разные препятствия. Бывало, что встречали воров, преступников, и не каждый мог дойти до этих святых мест. И даже добравшись до святого места, не каждый мог
вернуться обратно домой. И вот эта история «Тым дейш демисел» или «Жизнь», борьба за жизнь нам показывает именно какие трудности переходили тувинские ламы в прошлом и даже в настоящем. Каждый раз, когда человек хочет получить знания, ему нужно преодолеть много границ, ему нужно сделать несколько перелетов. И даже добравшись до монастыря, чтобы обучаясь там, нужно обладать крепким здоровьем, усердием, интересом, познавательными способностями. И тогда этот ученик может усердно дотянуть и получить и защитить степень Геше. В 1928 году, когда в Туве проходил первый съезд буддистов, куда прибыло 33 делегата с разных хурей нашей республики, а также были приглашенные лица из Тибета, Монголии. И тибетское духовенство представлял Афган Даржиев, это бурятский учитель, который основал буддийский монастырь в Санкт-Петербурге в 1915 году. И монгольское духовенство представлял Дамба Гарба, Падма Гарба, бурятский Монкужапов, калмыцкий Теджин. И из 33 делегатов 12 лам обладали степенью Геше, 9 ламы были инджиламами, и остальные были астрологи. Многие из них были гелонги, хелины, это ламы, которые соблюдают монашеские обеты, и в основном это было молодое духовенство. И на этом съезде тувинский лама Севен, один из тоже знаменитых лам, который участвовал в создании тувинской письменности, он на этом съезде сказал свое слово о том, что несмотря на тяжелые положения среди тувинской самхи, очень важно обратить внимание на духовно-нравственный потенциал тувинской самхи. И нужно больше укреплять нравственные качества. И самое важное – это не смотреть на титулы, на статусы тувинских лам, а самое важное – это обратить внимание на его духовный потенциал, на его нравственные качества, на его интеллектуальные познания, на его владение учением и знанием сутр и книг. И самое важное сегодня – обращать внимание именно на тех людей, которые достигли высоких реализаций. И бывает, что эти люди, они незаметны, они очень скромные, они не видны. И желательно искать, обращаться к таким людям и получать от них эти знания. И даже среди ученых есть очень знаменитые ученые, и есть ученые с большой буквы ученые, которые обладают настоящей ученостью, знают очень много, у них колоссальный багаж знаний. И нужно из массы уметь отбирать самое лучшее, самое хорошее. И это зависит от наших умений разделять и получать и находить драгоценные знания у драгоценных учителей. Спасибо вам большое, до свидания.